Bahtiyar çağalar wagtlaryny ruh bilen geçirýärler. Çağalaryň sağlaşykly ötüşini etmek bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemmeşelik üns merkezinde saklanýar. Çağalar olaryň awadançylygy, saglygy we sağlaşykly ötüş hakynda galady. Milli liderimiziň döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. В 100 километрах к западу от Ашхабада находится небольшой город Бахарден. Здесь, на местном базаре, дети от 8 лет и старше работают тачечниками. Порой им приходится перевозить грузы весом под 100 килограммов. Такую тяжесть трудно толкать даже взрослым мужчинам, но дети говорят, что трудно только поначалу, потом уже привыкаешь. Перевозка одной тележки стоит 3-5 манатов или около 20 американских центов. Но клиентов мало, а детей много, поэтому часто пацаны соглашаются довести груз до машины и за 1 манат. Подростки работают на базаре круглый год, и в июльскую жару, когда температура воздуха на солнце поднимается выше 50 градусов, и в декабрьскую слякоть, когда ноги по щиколотку в грязи. На этих кадрах видно, что работа очень тяжелая, но выбора у подростков нету. Они работают на базаре не для того, чтобы накопить на новый смартфон или велосипед. Семьи многих из этих мальчиков просто не выживут без их заработка. Спроси любого из них, хотели бы они в это время погонять мяч или толкать эти тачки, ответ будет однозначным. Дети работают целый день. Ребята говорят, что сейчас клиентов на базаре мало. Люди по-крупному берут редко, потому что покупать им просто не на что. Тем не менее, в день каждому мальчику удается заработать примерно 30-40 манатов. Это меньше $2. На обед они из своего заработка покупают чебурек или лепешку с бутылкой сладкого напитка. Эти кадры мы снимали в мае, то есть тогда, когда у детей еще была школа. Многие ребята из-за нехватки денег в семье вынуждены пропускать учебу. Педагоги и директора зачастую на пропуски закрывают глаза, прекрасно зная финансовое положение той или иной семьи. Подобная ситуация на базаре Бахардена не уникальна. Детей, толкающих тяжелые тележки, можно увидеть в любой области Туркменистана, стоит лишь отъехать от крупных городов на 20 или 30 километров. Государственные СМИ проблему не видят. По телевизору показывают счастливых подростков в детских лагерях, благодарящих президента за созданные условия. Нам кажется, что ни один из этих пацанов на базаре в подобных лагерях никогда не бывал. Конечно, с одной стороны, за детей можно порадоваться. Ребята все-таки не воруют, не слоняются без дела, а уже зарабатывают себе на хлеб. Но с другой стороны, в таком возрасте поднимать и переносить тяжести вредно для их здоровья. Подобный труд несовершеннолетних запрещен как законами Туркменистана, так и Конвенцией Международной организации труда о наихудших формах детского труда. По закону с детьми должны оформлять контракт и внимательно следить за весом груза, но ничего подобного на базаре нет. Дети рады тому, что их хотя бы отсюда не выгоняют. Можно, конечно, запретить эту практику, можно приказать полицейским выгонять с рынков несовершеннолетних тачечников. Только вот нужду это не искоренит.
Утрата детского заработка поставит семьи в еще более тяжелое положение. Тут необходимы экономические меры, которые власти Туркменистана умеют использовать гораздо хуже, чем административно-запретительные.